Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном к этому часу. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. В Якутии выявили более 120 лесных пожаров. В зоне контроля 25 из них. Самоотверженный труд и, как результат, перевыполнение плана. Шахтеры Удачного идут на рекорд по добыче руды. И Кочевье 2020 – традиционный праздник коренных малочисленных народов. Впервые решили провести в онлайн-формате. На территории республики действуют 124 природных пожара, из них в зоне обслуживания 25. На контроле находятся 12 населенных пунктов в Момском, Среднеколымском, Тампонском, Усть-Алданском и Намском районах, огонь которым подошел на расстоянии 10 километров. Сейчас угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет. На локализации пожаров работают сотрудники МЧС и авиалесоохраны. На сегодняшний день работает аэромобильная группировка МЧС России. Это в поселке Сватай, где несколько дней тому назад была напряженная ситуация. Сейчас, в настоящее время, по отдельным населенным пунктам проходят осадки, те, которые способствуют к недопущению распространения лесных пожаров. Загрязнение воздуха дымом от лесных пожаров уменьшилось в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. В атмосферном воздухе не установлено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, говорится в сообщении. Отмечается, что накануне также не было зафиксировано загрязнение воздуха в столице. Напомню, превышение уровней вредных для здоровья частиц в течение 4 дней наблюдалось в Якутске. Между тем, с коронавирусом ситуация остается напряженной. За прошедшие сутки в Якутии выявлено 65 новых случаев опасной инфекции. Из них 52 в столице республики. Также фиксируют случаи заболевания в Абыйском, Верхневилюйском, Горном, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Оленёкском и Хангаласском районах. Зарегистрирован 1 летальный случай. С начала пандемии обработано более 300 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. К другим темам. День строителя отмечается сегодня. От имени руководства республики с профессиональным праздником всех причастных к строительной деятельности поздравил глава Якутии. В этот праздничный день Айсен Николаев выразил всем специалистам строительной отрасли благодарность за верность делу и труд во благо процветания нашей республики. Особые слова благодарности выражаю всем, кто стоял у истоков строительной индустрии Якутии и внес неоценимый вклад в ее становление, развитие и процветание, говорится в поздравлении главы. 380 тысяч тонн руды подняли в июле шахтеры Удачного. Подземный рудник имени Федора Андреева уверенно выходит на проектную производительность 4 миллиона тонн в год. В настоящее время в работе 80 единиц техники. В чем залог высоких результатов и какие планы на будущее у горняков Удачного, узнавала Ирина Балкова. Транспорт проверен. ПДМ загружает самосвал, и Кирилл Новиков, машинист шахтного автосамосвала подземного рудника «Удачный», на своей «Ласточке» спешит к месту разгрузки. Через несколько минут драгоценная руда будет выдана на гора. За последние полгода горняки Удачного поставили, можно сказать, рекорд. С января увеличили объем добываемой руды на 100 тысяч тонн. И в этом, в первую очередь, заслуга коллектива самоотверженных ребят, работающих под землей. Важность – это выполнение планового показателя, который стоит перед нами. Если бы мы не выполняли свою работу, то мы бы не достигли таких высоких плановых показателей, которые имеем на сегодняшний день. Ну, не собираемся, конечно, на этом останавливаться. Изменения в подходе к работе, бережливое отношение к технике – основные факторы, дающие движение вверх подземному руднику имени Федора Андреева.
Первоначально это повышение профессионализма как у рабочих, так и у ИТР. И благодаря тому, что каждый человек увидел, что можно стать более квалифицированным, мы и начали добывать все больше руды и показывать о том, что даже 380 тысяч, которые были в июле месяце сделаны, это не является преградой. То есть это видно, это такой огонек и в лицах рабочих, которые идут на смену, думая, что о чем мы хуже, мы тоже хотим поставить рекорды как смены, так и суток. Впереди у подземщиков большие планы – вывести рудник на 4 миллиона тонн в год. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». В Якутии учредили День оленевода. Его будут отмечать ежегодно, каждую первую субботу марта. Соответствующий указ подписал глава Якутии Сэн Николаев сегодня, в День коренных народов мира. Илдар Хан отметил роль оленевода как хранителя и проводника национальных традиций коренных малочисленных народов Севера. Подчеркнул значение оленеводства в развитии экономики региона. Указ разработан для придания престижа профессии оленевода, признания его роли как хранителя и проводника национальных традиций, а также целью сохранить традиционный образ жизни. На сегодня в 2 десятках районов Якутии проживают более 200 молодых оленеводов, причем большая часть из них в арктической зоне. Также в столице региона в онлайн-формате прошло мероприятие «Кочевье-2020». Этот традиционный праздник коренных малочисленных народов Севера транслировали на всех светодиодных экранах Якутска. Организаторами стали Дом дружбы народов и Министерство по внешним связям и делам народов республики. Так, благодаря этой трансляции жители и гости столицы смогли увидеть поздравления этнических ассоциаций районов Крайнего Севера и Арктической зоны, а также услышать теплые слова от представителей коренных малочисленных народов из других регионов страны. Также это мероприятие можно увидеть на нашем сайте, и мы рассылаем по WhatsApp-группам. Также дни празднования Международного дня коренных народов мира совместно с Молодежным советом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера проведен 6-й молодежный сугулан. И он проведен тоже также в новом формате онлайн. И из-за этого очень много, конечно, регионов приняли участие, республики. Поэтому, в принципе, этот формат, оказывается, подходит для проведения молодежных сугланов. Волк – это личность. К такому выводу пришли сотрудники Увельского лесничества Челябинской области. Они выходили волчонка, спасенного из лесного пожара. Зверек получил кличку Зена и очень сблизился с людьми. Как рассказывает начальник лесничества Иван Романенко, малышку нашли в возрасте 3 месяцев и отправили к специалистам в питомник «Ярые ветра». По словам зоологов, выпускать Зену в дикую природу уже нельзя. Волчица не умеет самостоятельно охотиться и слишком привязана к людям. Также в целях безопасности во время строительства вольера ее приходится держать на цепи, так как она может перегрызть обычный поводок. Каждый день Зена выходит на прогулки по лесу и питается по специально составленному рациону. Она очень ласковая, она любит целоваться, любит лезть в лицо, она любит обнимать за ногу, хватать, ложиться на спину, чтобы ее погладили по животу. Конечно, она с кем она живет, она к тем так это относится. На самом деле очень необычно. Не связать ни с кошачьим, ни с собачьим миром. То есть волк – это личность, особенность. Один из терминов, который я употребляю везде, всегда и буду кричать об этом – это импринтинг. Это отношение матери и дитя, взятое от людей. Да, то есть младенца мать берет на руки, все, идет из известного сериала «Запечатление». Собственно, честно говоря, с волками то же самое. Известные путешественники и видеоблогеры, авторы YouTube-канала «Детки в чемоданах» заезжали в Якутск. Выехав 10 июня из родного Геленджика, семья Красниковых намерена добраться до Камчатки. Практически каждый свой шаг блогеры снимают на видео и делятся увиденным со своими зрителями. В Якутске с путешественниками встречался мой коллега Александр Хавренко. Друзья, мы по-прежнему продолжаем наше огромнейшее путешествие по всей необъятной нашей России. На машине едем из Краснодарского края до Камчатки. Сейчас мы находимся в республике Саха, друзья, в Якутске. В самом Якутске находимся. Поменяли масло в автомобиле, загрузили чемоданы и отправились в путь.
Для семьи Красниковых путешествия уже стали образом жизни. На этот раз они решились на самое долгое и интересное приключение. С моря поехали сюда. В этом году все поехали на море, а мы в этом году решили поехать по всей России. У нас была давняя мечта доехать до Байкала, но мы решили, почему мы должны останавливаться на Байкале, и мы решили проехаться по всей России. Мы с детьми на машине проехались зигзагом, можно сказать, по Сибири, потом выехали на Байкал, Бурятия и сюда уже в Якутию приехали, в Якутск. На канал автопутешественников подписано более 20 тысяч человек. И неудивительно, что практически в каждом городе их узнают. А их подписчики и зрители дают советы, что посмотреть в городе, куда сходить и о чем рассказать. И почти все поражаются, как они отважились на такой длинный путь с маленькими детьми. На самом деле тут нужно грамотно распределять время, чтобы иногда мама отдыхала, то есть побыла одна. И, конечно, у меня огромная куча способов, чем занять ребенка в машине. У нас есть отдельный раздел на канале, там и книжки, и всякие занимашки, и игрушки. То есть за 4 года я набрала такой опыт, что я могу назвать себя профессионалом занятиями с детьми в машине. И, собственно, это, наверное, самый главный вопрос, когда с детьми мы путешествуем, про что спрашивают. Ну и, собственно, режим дня с детьми соблюдать, ну и так далее и тому подобное. То есть это женская сторона, наверное, в машине с детьми. В семье во время путешествия у Красниковых четкое распределение ролей. Иван – водитель и оператор, Альбина – воспитатель и навигатор. Собираем маршрут, куда мы едем, что мы будем смотреть. То есть, например, когда мы куда-то едем, Ваня вообще не знает, куда мы приедем. Я говорю, это называется так, все, мы едем. Что мы увидим, я знаю, он не знает. И первое, когда начали готовить маршрут, я увидела ленинские столбы, на которые, собственно, мы пока еще никак не можем попасть. И надеюсь, что все-таки попадем. Потом уже начала смотреть город Якутск, тут вот этот вот мерзлота. Сокровищница, которую, к сожалению, тоже мы не увидели. Но мы здесь увидели очень много магазинов со всякими украшениями, поэтому, в принципе, может, сокровищница и ничего страшного, если мы ее не увидели. И, конечно, мамонты. Мамонты это было обязательно увидеть. И все, что мы запланировали, можно сказать, мы здесь увидели. Своими видеоблогами Красниковы надеются вдохновить и другие семьи на путешествия. И показывают, что и с маленькими детьми дорога может быть легкой и интересной. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Еще больше новостей вы можете найти на наших сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.